Реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Может возникнуть расчетная единица, которую можно использовать, например, для пересчета курсов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК. Я считаю, реальная единая валюта, скажем, стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Может только как расчетная единица. Но расчетные единицы никогда не становились валютами для реальных платежей, для пересчетов курсов, например. А вот двухсторонние платежи с использованием новой инфраструктуры финансовой, которая позволяла бы закрыть это от ненужных глаз, это возможно, заявил он. Сегодня расчеты в национальных валютах ограничивают наличие SWIFT, потому что хоть валюты и национальные системы передачи данных только западные, пояснил банкир. При этом заместить SWIFT технически легко. У всех стран есть свои системы передачи финансовых сообщений. В России, Китае, Индии. У государств арабского мира. По его словам, странам нужно сесть, договориться и создать единую открытую систему. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая принять участие в саммите Большой Двадцатки, который пройдет в 2024 году. По завершению саммита G20 в Нью-Дели премьер-министр Индии передал президенту Бразилии председательство в Большом Двадцатке. Как отмечается в декларации по итогам саммита в Нью-Дели, следующие саммиты Большой Двадцатки планируется провести в Бразилии, ЮАР и США. Говоря про ситуацию на Украине, он также выразил надежду, что к моменту открытия саммита в Бразилии война закончится, и мы вернемся к нормальным временам. Да Силва отметил, что на Бразилии лежит большая ответственность за проведение саммита Большой Двадцатки в следующем году. Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав более 76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные сайта ЦИК России. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов получил 183 529 голосов. Это 5,61%. Вице-спикер от партии «Новые люди» Владимир Даванков 174 869 голосов, что 5,34%. А первый зампред руководителя думской фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Дмитрий Гусев 128 704 голоса, или 3,93%. Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. По информации Мосгоризбиркома, в столице проголосовали более 3 миллионов человек, почти 50% избирателей. При этом порядка 80% из них выбрали электронный способ голосования, отметили в общественном штабе по наблюдению за выборами. Бывший командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин занял пост главы Координационного комитета Содружества независимых государств по вопросам ПВО. Новую должность генерала назвала издание AI Daily. Отмечается, что о назначении Суровикина на данную должность сообщил Совет министров обороны СНГ. По данным издания, кандидатуру генерала в ходе голосования поддержали единогласно. Ранее генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, имя которого исчезло из списка главнокомандующих видами вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли неплохую должность по СНГ. По словам депутата, военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба. Королевские военно-воздушные силы Великобритании намного слабее российских ВКС, поскольку уступают им по количеству воздушной техники в 8 раз, пишет Daily Mail. Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным, пишет издание. Королевские военно-воздушные силы располагают 169 истребителями против 1500 российских, отмечает автор. Британских ВВС утверждают, что совершенство самолетов компенсирует их небольшое количество, однако в отчете Министерства обороны говорится, что страна находится в опасном положении. Министерство обороны Великобритании, испытывающее нехватку средств, также не спешит расширять парк истребителей F-35B. Ожидается, что к 2025 году в распоряжении страны будет 74 самолета, а не 138, как планировалось ранее, пишет автор.